Наиболее яркой и выразительной частью культуры каждого народа является одежда. Мужская национальная одежда ингушей имеет неповторимую историю и отличается простотой и элегантностью, что всегда отвечало их нравам и эстетическому вкусу. В старину шить умели в каждой семье, и в каждом поселении имелись искусные мастерицы, которые без каких-либо технических средств своими руками создавали изящные наряды. В повседневной жизни горцы носили бешмет, туго обтягивающий по фигуре полукафтан, застегиваясь до пояса на сделанные из шнурка пуговицы, узелки и петли. Он имел высокий стоячий воротник и длинные суживающие рукава. Шили его в основном из плотной хлопчатобумажной ткани. А вот с конца XVIII века по особым случаям, когда шли в гости, в мечеть или на сельские сходы, одевали парадную черкеску. Еще одной отличительной чертой бешмета от черкески было то, что у первой отсутствовали газыри, бустамыш, которые нашивались по обеим сторонам груди. В них хранились заряды пороха и пули. Позднее они утратили свое предназначение и превратились в предмет украшения. Края черкески обшивались тесьмой или галуном из серебряных или золотых ниток. По талии черкеска перетягивалась поясом, украшенной серебряными накладками разнообразной формы, на котором висел кинжал с костяной рукоятью. Такое одеяние изготавливали из местных материалов. Такой роскоши в цветовой гамме не было в то время, но предпочтение отдавали таким вот коричневым или же там бордовое. Больше предпочтение отдавали это как парадная форма, серые. Важным дополнением черкески служил башлык-палчик – шерстяной капюшон с длинными концами-лопастями, который горцы брали с собой в дорогу. Обычно он наматывался на голову в ненастье и в мороз. Иногда башлык накидывался поверх черкески, и тем самым он стал неотъемлемой ее составной частью. В народе говорят, что девушка, которая собиралась замуж, шила его в качестве подарка для будущих родственников мужа. Предметом особой же гордости ингуша являлась бурка, которую он брал с собой в дорогу. Головным убором у ингушей в 19-м, начале 20 веков была папаха, элтерки, из овчины, козьего меха или каракуля. Как и везде на Кавказе, отношение к головному убору было уважительное и бережное. Появляться без него на людях считалось у ингушей предосудительным и невозможным. Ношение его олицетворяло мужское достоинство. Сбить папаху у ингушей считалось оскорбительным и влекло за собой кровную месть. Обувь горца не стесняла движения, позволяя бесшумно ходить по горным тропам, лазить по скалам, и была разнообразной – ноговицы, чувяки и сыромятная кожа. И сегодня этот наряд соответствует эталону мужской красоты, подразумевает стройность, подтянутость, а также передает характер целого народа.